Таємницю закрилета, Господи, наші рабці, тратить Господові рама, Божонових запалів, що нам розум не тлумачить, свято віри принясє. Вічна Українці, прославлені хвала, і Отцю і Сину разом, Творцю вічного життя, Духу, що гріх походить, Отцу Боже, Ты в манте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебя, допоможи нам ушановать святые таемницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували плен Твоего откупления, який живешь и владаришь с Богом Отцом в едности Духа Святого, Бог празднуй все веки вечные. Аминь. На початок номер 246. Модельна співка. Ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Аминь. З вами. І з Духом Твоїм. Эту святую мшу справую за Марту з нагоди дня народження, просячи Божого благословення, потребних ласкав опіки найсвятішої Панни Марії, здоров'я душі
і тіла. Сьогодні Ісус Христос запрошує нас усіх у човен, як ми всі сели у човен, і переправилися на другий берег. Плыть по озеру, коли есть ветер, это вельми трудно и классно. И нас так само кидает штурмом в разные стороны. Впрочем, как это лодь Петра, який з'являється костел, передольвал разные тяжкости, а мы все разом, как не загубились. Перепросим за наши грехи, как мы могли с чистым сердцем спасти эту наисвятейшую охрану. Повідаємося Богу всемогутньому нам. І вам, брати і сестри, що згрішив я вірні, думкою, словом, вчинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марію, усіх анёлов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся. Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся. Христе, змилуйся. Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся. Пане, змилуйся. Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся. Gloria, in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Хвала вершиня Богу, а на землі супокой людям добре мої. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, великой хвалы Твоей, Пане Боже, володар небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане, Сыне одинородный, Иисус Христе, Иисус Христе. Gloria, in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Пане Боже, воронку Божий, Сине Отца, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами. Який береш на себе гріхи світу, прийми моління наше, який святиш праворушайся, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий Єсус Христе,
Молимся. Усемогутный Боже, учени, как мы завсёды шановали и любили имя Твое святое. Вот Ты николи не покидаешь без аппетиты, как отуляешь свою отцовской любовью, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живи и владает в едности Духа Святого, Бог прозуще веки вечные. Amen. Читання книги Йова. Отказуючи, пан сказав Йову з віхури: «Хто замкнув дверами мора, коли яно схвалявалася, ніби виходячи знутра, коли я хмари зробив одінням його і темру покривом ягоним. Я замкнув його у межах моїх і поставив замки і двері, і сказав: до гэтуль дойдеш, не далей. Тут зламаєш своє ганаристе хвалі». Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Славьте Бога, молитвы Его милосердность. Славьте Бога, молитвы Его милосердность. Кто выправляется на кораблях у моря, как вести справы на великих водах. Тие бачили справы Пана, и суды Его глибиня. Славьте Пана, молитвы Его милосердность. И Он промоил и снялся игривый ветер, что вздымает хвали. Узносит цены под небо, падают с небеса, их душа млеет в несчастье. Славьте Бога, молитвы Его милосердность. Они покликали Пана в недоломе своей, и Он вызволил их от бедства, и Он перетворил бурю тишу, и супокою хвали. Славьте Пана, молитвы Его милосердность. И веселятся буяны стихли, а Он привел их до Жадана до порту. Нехай дякують Пану за Его милосердность, за суды Его для сынов человеческих. Славьте Пана, молитвы Его милосердность. Читание послания святого апостола Павла до Коринфянам. Браты, любов Христа охопила нас, якія думаюць, што калі адзін памёр за ўсіх, то усе памерлі. А Езус памёр за ўсіх, каб тыя, хто жыве, ужо не дзеля сябе жылі, а дзеля памерлага за іх воскрослага. Таму адгэтуль мы нікога не ведаем паводле цела. Калі ж і ведалі Хрыста паводле цела, то сёння ўжо не ведаем. Таму, калі хто ў Хрысце, то і новае стварэнне. Даўняе мінула, вось
Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Великий пророк повстал серед нас, и Бог навел нам свой народ. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом своим. Читание Святого Евангелия по Боге Марка. Хвала тебе, Пане. У той дзень, калі настаў вечар, Езус сказаў сваім вучням: пераправімся на той бок. Адпусціў людзей. Яны забралі яго з сабою, калі быў у чаўне. І былі з ім іншыя чаўны. І ўзнялася вялікая бура. Хвалі залівалі човен, так што човен ужо напаўняўся. А ён спаў на карме, каля ўзгалоўя. Будзяць і кажуць яму: «Настаўнік, не хвалюе цябе, што мы гінем?» І устаўшы, ён забараніў ветру і сказаў мору: «Замолкні і супакойся». І ветер сціх, і настала вялікая ціша. Тады сказаў ім: «Чаго вы такія баязлівыя? Яшчэ не маеце веры?» Яны напоўніліся вялікім страхам і гаварылі паміж сабою: «Хто ён такі, што і ветер, і мора слухаюцца яго?» Гэта слова Пана. Слава тебе, Христе. Рембрандт, такі маляр, намаляваў прыгожий малюнок, который тычыцца сённяшняй Евангелии. Докладно этот малюнок называется «Бура на озере Иерусалимском». Это малявідло было намалёвано в 17 стагоддзі, докладно в 1633 году. Некалькі десяткаў таму гадоў назад, докладно в 1990 году, калі ён быў у музеі в Бостоне, гэты малюнак быў выкрадзены. Цікавы спосаб, бо злодзеі перадзеліся пад ахраннікаў, і гэты абраз скруцілі і вынеслі. Асталася толькі рамка гэтага абраза. І па сённяшні дзень ніхто не ведае, дзе ён знаходзіцца. Што на гэтым абразе было? Было самы страшны момант, які перажывалі апосталы. Лодка была узнесена понад озера на фалі до 3 метров. На гэтай лодцы былі вучні, якія некаторыя трымаліся за лодку, некаторыя трымаліся за штуркі, які ўжо былі порваныя, бо хацелі, каб гэты машт скруціць, але не ўдавалася. І таксама былі тыя, хто падышоў да Пана Езуса і будзіў. А дзесьці там далёка ўжо было заповедь, што зара мора сціхне. Не ведаючы, ведаеце, гэта мора, дзе Езус Христос пераплываў, сапраўды яно знаходзіцца, мора, прабачце, возера, дзе Езус Христос пераплываў возера, час дарогі занимаў яго ад 2 до 3 гадзін, каб пераплысці з аднаго берегу на другі берег. Яно не было такое великое, дакладна. І гэта возера ляжыць паніжай узроўня мора, якое там ёсць. Гэта нізіна, і там зусім спакойна і цішына. Але часамі, калі павее халодны ветер ад заходу, создаецца вялікі хук ветру, як бы хто яго выпускаў з якой-нибудь дмухавы, з ведаю, можна сказаць, по-нашаму, з фена якогось, з чым волосы сушаць. І ён сустракаецца з гарачым ветрам і з такой сілай ударае ў гэтае возера, што фалі узносяцца до 3 метров. За часоў Ісуса Христа праз гэтае мора рыбакі ніколі не пераплывалі. Бо нібы надвор'е было вельмі прыгожае, але в каждый момент оно зміниться. І
здабіла бы рот у них. Што мы сёння чуем на гэтым узроўні гэтай болі? У той дзень, калі настаў вечар, Jesús сказаў сваім вучням: пераправімся на той бок. На які той бок? Браты і сёстры, гэта бок нашага жыцця. Ёсць дзе мы цяпер, але Пан Jesús жадае, каб мы пераправіліся яшчэ далей, каб мы яшчэ больш спазналі Пана Бога, каб мы яшчэ больш знайшлі любові да бліжняга чалавека, каб мы яшчэ больш пазбыліся страхаў, каб былі, можа, больш былі добрымі адзін для аднаго і так далей, і так далей. Гэта другі бок нашага жыцця. Пераправіцца праз яго таксама вельмі цяжка, як апостолу сённяшняй Евангеліі. І чытаем далей. Калі сабраліся і былі ўжо ўсе ў човне, уснялася вялікая бура. Хвалі залівалі човен, так што човен ужо напоўніўся, а ён спаў на карме каля узгалоўя. Будзяць яго і кажуць яму: настаўнік, не хвалю я цябе, што мы гінем. Jesús Христос спіць. Цікава, як то можна падчас поры спаць. Цырыл Александрийский сказал так, что Иисус Христос специально спал, как поглядеть на реакцию учнев, и как они спознали, что у них есть таки страх, что их нема. Как они почули свою безрадность, как они зрозумели, кем есть Бог, Иисус Христос, якого нема, и розпочинається шторм у житті. Так само и у нас, Писання. Як ми десь тратимо Пана Бога, розпочинається шторм у нашому житті. І він досить у човні нашого життя. Він туди нікуди не вийшов. Він глядить, узирається, назирається, чи ми звернемося на його, чи ми прийдемо попросити об допомозі. Так як це сьогодні за хвилинку і почули в Євангелії учені учні. Читаємо далі. Наставник, не хвалю я тебе, что мы гинем, и уставший, он заборонил ветру и сказал морю: замолкни и супокойся. И ветер стих, и настала великая тиша. Тут першее питание задать. Навошта апостолы будят Пана Иисуса? Чтобы он был в тишу? Нет. Как помочь им вычерпывать воду с лодки, бо зараз зато справедливо, не бачишь, нам еще твоя пара рук понадобится, давай черпай воду, бо у нас только зараз залием. А Иисус Христос поступает трохи иначе. Иисус Христос в этот момент за хвилинку покажет, что он является не великим, а Богом. Не ведаючи, ведаете, шмат пророков так само робило шмат цудров. Навіть були такі пророки, які воскрешали, як пам'ятаємо в Старому Заповіті, Ілля прийшов до вдови, в якої помер син. Вона так моцно була розстроєна, що він злітився в неї, пішов там 3 рази над этим сином розтягнувся. І він устав, ожив. Воскресив. Або знов так устав. Воскресив, так було правильно сказати, этого сина. Так само пророки чинили різні отсюди. Почуємо і давай читати на тим тижні, Єлисей ударив плащем об воду, і річка Йордан розійшлася в ті сторони. І він пройшов про сухое дно раки. Это так само отсюда. И шмат других чудов можно было бы тут говорить. Але ни один из пророков не зробил того, что зробил Иисус Христос. Остановить буру – это только прописывается самому Пану Богу. У сегодняшнем первом читании мы докладно про это прочитали. Кто замкнул дверами мора, колено спалявалося, не выходячи изнутри, коли я хмару зробив одінням тіла. Брати і сестри, Бог тільки має владу остановити Бога. Коли так розмовляючи з тими людьми, особливо за межою, хто підказує надвор'я, спробує його угадати, так ті люди, які в певному моменті, може, навіть і не віруючи, вони десь набирають віру, коли вже бачать, Пане Боже, може, тут безрадно не буде. Тогда уже начинаете верить в Бога. Те вы в детстве этой веры не имели, думали, что вот заволнуюсь над природой, угадают, где катаклизм, где ветер, такое надворье по сегодняшний день. При сегодняшней такой технологии, когда хотите телебачення, бачимо, там 10 затопило, тут 10
може предсказати, що таке буде, а мог предсказати, що може щось готувалося. А так этого нема. Иисус Христос чинит великий чуд. А теперь представьте, что вы в этом челне с Иисусом Христом. Мы теперь знаем, что Он является Богом. И человек, который выходит по традиции жидовской, было, что только Бог приписывается природа, человек, который выходит, становится все тише. И море перестало, речка перестала, и вода перестала поливаться. Буря стихла, и настала глубокая тишина. В этом самом деле, как Иисус Христос сказал. Что-то еще вельми важное сказать про Иисуса Христа. На то, что вы будете апостолами, как Иисус Христос учен по воду, а Иисус говорит, нет, я выйду трошки далее. Я бачу вас камеру больше. Я вам остановлю бурю, потому что человек. Читайте в нашем житті, Иисус Христос есть в нашем човні. Ми говоримо, пане Єсу, у меня тут така справа древняя, тут хтось хворее, тут такая справа такая, что не треба їсти здавати екзамен, тут така на карту, мне не палатка, пане Єсу, така десь щось. Говорит, пане Єсу, вилечи это, уздорови. Пане Єсу говорить, ні, тут треба повністю, тебе життя міняти. Та якби прийшов хтось, така історія, одна бабулька вызвала додому человека, який занимается водой, там, течет, что-то протекает. Вот этот человек, сколько знается, выкрутинку мало, вот, о, труба заржавела. Вот, треба менять полностью трубу. Нет, заклеено, вы что меняете? Нет, полностью ржавое, тут заклеено, там зло прорвали. Треба менять полностью трубу. Так само наше житие, братья и сестры. Нам треба менять полностью наше житие. Они там стиковали, пане Иисус, тут заклеили. Пане Иисус, там заклеили. Мы можем хоть все уладки поклеены, как сами наши дороги. Тут латка там, одна там мной асфальтная латка, и то дюрка на дюрке, больше не важно. У дюры выпала дюра, еще и нет. Мы так жить. Часами и мы так можем. Нашу жизнь часами палатка. А по Иисусу говорит, нет, я не встаю капоту участвовать. Я встаю как что-то больше забыть. Хочешь понять эту допомогу? Это залежит от тебя. Я пошли, что тут з'являється наше Євангеліє, это остання третя частка. Тоді сказав, чого ви такі боязливі? Два питання кажуть. Чого ви такі боязливі, якщо не маєте віри? І друге питання звучить апостолом. Хто він такий? Що і ветер, і море слухаються його. А який Ісус Христос в твоєму житті? Хто він такий? Вера в одного Бога, Отца Всемогущего. Избавителя неба и земли, всего важного и неважного, и Владимира Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, Светлого от Светла, Бога сокровенного от Бога сокровенного, народженного из Божьего, одиносудного Отцу, ради Бога все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, сошел с неба и человече от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и яко володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял раз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов, и чекаю воскрешения помилуй, и життя вечного в будущем свете. Аминь. Открываем наше сердце Богу, який неспинно наполняє нас своими ласками и внесем до Его супорной молитвы. Молимся за Христовый костел, где нескромно обвещал добрую новину,
об воскрешении своего укрыжеванного. Пана, Тебя просим. Выслухай нас, Пане. За святого Отца Бискупов, вероемников, апостолов, как у тяжких хвилин чувать допомогу своего Божского славу, за Тебя просим. Выслухай нас, Пане. За тех, кто зараз находится в отпочинку, как они обновили свои физические и духовные силы для выполнения своих обовязков, Тебя просим. Выслухай нас, Пане. За Марту з нагоди Дня народження, просячи Божого благословення, потребних ласкав, опеки Найсвятейшей Панны Марии, здоровья, души и тела, узрастая в святости, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За нас, удельников этой святой мши, как мы научились дяковать за кожное отрыманное добро и делиться им с іншими, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, Ты любишь всех людей, выслухай наши молитвы и просьбы, и одари нас своим спокоем, раз Христа, Пана нашего. Аминь. Номер 77. Молитесь, как мою и вашу, як вяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме клятву з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на користь нам и всему костелу святому. Прими просим Тебя, Пане, как вяр хвалы и милостивления, и учени, как очищенные Царю Яе, мы могли веровать в наших сердцах, раз Христа Пана нашего. Аминь. Слави Иисуса Твоих, гору сердце, узносим Тебя, Пана. подякуем Пану Богу нашему. Он нам это и справедливо. Справедливо это и справедливо, слушно и славоверно, как мы завсюди и всюди да безвладаемо дякую. Пане святый Отче всемогутный вечный Боже, раз Христа Пана нашего. Боем зритости до грешного человечества народился с Панной Марии. Про свою Богу на крыже вызволил нас от вечной смерти, а про свое с мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому откупленным, тому с анgelами, архангелами и всеми святыми мы обещаем Твою хвалу, разом Тебе устремляючи. Святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля
Ty, Boże, Ty święty, krynica wszelkiej światłości, a mu jedności z усім Kościołem pierwszy dzień dnia, kiedy Jezus Chrystus u Was grozi sposlał na apostola Ducha Świętego, wraz Chrysta, prosim Ciebie, усемогутный Boże. A święci, że dary rasою Ducha Twojego, как они стали для нас, телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муку, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczery wziął kielich. Znów Tobie podziaku składaючи, podał swoim uczniom, кажучи: «Берите и пейте с его все, бо это есть кielich крови моей нового вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таямница веры. Обещаем светлому Пане Иисусу, признаем Твое воскресение и шагаем Твоего преступления. Wspominając śmierć i z mертwych powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про Костел Твой рассеянный во всем свете, удосконаливал любови разом с Папом нашим Францишком, Епископом нашим Юзефом и усим духовенством. Памятай, так само про братов и сестер наших, які посулил надею на воскрешение, и про всех, кто власти Твоей дошел з этого свету, и дозволь им убачить святво обличие Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усими нами, как мы заслужили удел в житии вечным, в едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Мариной, со святым Юзефом ее бранником, со святыми апостолами, святым архангелом Михаилом, Яном, Павлом, другим и усими святыми, які спрадвеку подавались Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, раз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разусе веки вечные. Называемся детьми Божьими и изъявляемся, тому полной удячности осмеливаемся сказать: «Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избавь нас от всякого злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прища Спасителя нашего Иисуса Христа. Вот Твое володарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши,
але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, а дарить его с упокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки вечные, с упокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с духом Твоим. Передайте ближнему знак с упокоем. Боже, баранок Божий, пусть той, кто берет на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечер Богомию. Аминь, я не варты, как ты пойшов до меня, але скажи только слово, и буде оздоровлена душа моя. Номер 156.
Тебя промолвил, я покину свой наверное человек, и с тобою распашу новый мой. Мы поплывем с тобой разом, плавить сердце у моря огромных, водою сетью життя и правды. О, Єзу, кличеш ти за собою, сьогодні ім'я маю тихо промовив. Я покину свой наверное человек, и с тобою распашу новый мой. О, Єзу, кличеш ти за собою, сьогодні ім'я маю тихо промовив. Я покину свой наверное человек, и с тобою распашу новый мой. Молимся. Ари наш Боже, Ты умацовал нас насильнейшим телом и кровью Твоего Сына. Просим Тебя, как вяре, якую мы часто Тебе складаем, была для нас задатком вечного спасения праз Христа Пана нашего. Аминь. Объявление. «24 червня, завтра у понеділок, урочистість народження святого Яна Хрестителя. 28 червня, у п'ятницю, спомин святого Іринея, біскупа і мученика. 29 у суботу, урочистість святих Петра і Павла, апостолів. 29 червня, у этот день кожен має обов'язок уділити у святої миші і консервації від виконання обов'язкової праці. Святі інші будуть двойчі у 8 годин раницы и у 19 вечера. От 1 до 5 липня будет пилигримка Минск, Буцлавка и Ласка. Можно записываться, брать торбу и вести. Головные урочистости в Буцлаве отбудутся с пятницы на субботу, с 5 на 6 липня. Расклад находится на доске объявов, оборудована на сторонце готове бань. Все лето святой имши дитяче 12 године нема, передайте власть своей родине. Я верю, что, может, вы ведаете, а родине, что ваши не ведают. Сегодня такой человек пришел в костел, и аж мало не помер за что ему жонка не передала, что нема имши 12. Раз у весь червень, после святых имшев вечеров 19 годин, отправляется на божество майовое, а в неделю после святой имши 10:30 каждый день в нашей каплице триває адорація Пана Ісуса у найсвятішій сакраменті. Дякуємо за керування на будову, за супольну індивідуальну молитву, за спів явраву літургічну і за прибирання каплиці тих, хто дежурив. Помолимося за тих, хто на закритині святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народив дітей, за добродіїв охранодавців. Помолимося за Наталію, за Марту Православську з нагоди дня народження. За нас, за добродіїв охранодавців нашої парафії, кожен з нас способку дати водовіку Маті Божої, Кружанцової, Твоєї обороні віддаємося. Святая Богородица, в наших потребах не покажай молениям нашим, и от всякой злой приходы выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай,
Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Примите Божие благословение, нехай на вас наполнится правдой радостью и спокоем. Добре, що ви єсте, що приходите, как так будуть і завжди. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляє Бог Всемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Аминь. Ідіть у супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Віраши нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і ласка Злого Духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекло шатана и інших злых духов, які нас будуть душною по світі. Аминь. Номер 281.